Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. 9 августа – Международный день коренных народов мира. В 1995 году было объявлено первое международное десятилетие коренных народов мира. Тогда было заявлено о многих проблемах малых этносов. К коренным народам в Якутии относятся эвенки, вены, юкагиры, чукчи и долганы. Какие проблемы сегодня стоят у представителей КМНС, расскажет гость студии Михаил Погадаев, заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера. Михаил Александрович, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с первого вопроса. Сколько сегодня на территории Якутии проживает представителей КМНС? В соответствии с данными последней переписи населения Российской Федерации 2020 года на территории республики проживает 41 933 человека, которые относятся к коренным малочисленным народам Севера. Как уже было сказано, это представители эвенков, эвенов, долган, чукчи, юкагиров. А вот из представителей всех этих этносов кто превалирует? Кого больше? Больше эвенков. Больше эвенков. Да. Михаил Александрович, какие острые вопросы, вот мы говорим сегодня о десятилетиях, какие острые вопросы, если не помогло оно решить, то сподвигло на улучшение? Во-первых, наверное, нужно отметить, что было не одно десятилетие коренных народов мира, провозглашенной Организацией Объединенных Наций. И, конечно, самый главный вопрос для всех коренных народов – это земля, потому что они обычно имеют культуру, которая связана тесно с природопользованием, поэтому земля, земельные отношения – это один из самых острых вопросов для всех коренных народов. И в условиях, когда сегодня развивается экономика, промышленность, конечно же, часто отторгаются земли под промышленное освоение. Поэтому вот этот вопрос очень острый, взаимодействие промышленных компаний, коренных народов и вообще доступа коренных народов к природным ресурсам – это, наверное, самый острый вопрос, который обсуждался в течение многих десятилетий и по-прежнему сегодня обсуждается. При этом были достигнуты определенные достижения в части предоставления особых прав коренным народам. Да. Также в эти десятилетия говорилось много о сохранении традиционной культуры, языков коренных народов. И вот сейчас, в прошлом году, началось очередное десятилетие Организации Объединенных Наций именно по языкам коренных народов. И, насколько я понимаю, если ситуация с языками и культурой коренных народов, она у нас под особым контролем, а вот как вы сказали, проблема с землей, изменилась ли ситуация, она острее стала или в лучшую сторону? Промышленность развивается, то есть идет сегодня изменение климата, которое позволяет, делает более доступными арктические, в том числе, территории, то есть наступление на вот эти традиционные земли, оно продолжается, и, конечно, эта проблема по-прежнему остается острой, но вот у нас в Российской Федерации есть определенное законодательство, есть в Конституции положения, гарантирующие права коренным малочисленным народам Севера, есть федеральные законы, региональные законы. Вот, например, в Якутии у нас в части взаимодействия с недропользователями есть закон об этнологической экспертизе, который регулирует, каким образом промышленные компании, приходя на земли коренных народов, должны проводить этнологическую экспертизу. Если есть негативный эффект, должны выплачивать компенсации и заключать соглашения о сотрудничестве. То есть вот такие механизмы, они существуют, они развиваются постоянно, поэтому работа в этом плане ведется. Михаил Александрович, на ваш взгляд, какие сегодня наиболее актуальные вопросы стоят перед представителями КМНС именно Якутии? Опять же скажу, что первый вопрос – это взаимодействие с промышленными компаниями. Особенно это касается Южной и Западной Якутии, где у нас проходит интенсивное промышленное освоение. Но скажу, что Якутия является одним из лидеров среди российских регионов в части закрепления прав коренных малочисленных народов Севера, защиты этих прав и интересов. У нас очень обширное законодательство, и руководство республики, правительство проводит большую работу именно по обеспечению этих прав и интересов. Но вместе с тем я бы хотел отметить еще два момента. Это первое – это низкий уровень жизни, качество жизни именно в местах традиционного проживания малочисленных народов. Это небольшие села обычно, там совсем малочисленные. И инфраструктура в этих селах, к сожалению, обновляется очень редко. И есть у нас такие села, которые там с советских времен инфраструктура не строится. Поэтому вот этот вопрос, конечно, отражается на качестве жизни людей, представителей коренных малочисленных народов Севера. Это достаточно острая проблема. Это и доступ к качественному образованию, к медицине, к другим социальным услугам, жилищно-коммунальное хозяйство и так далее.
Ну и еще второй вопрос, который я бы хотел затронуть, это, конечно, доступ к природным ресурсам. В силу современного законодательства Российской Федерации у нас есть определенные пробелы в законодательстве, и часто доступ к природопользованию, традиционному природопользованию, он затруднен в связи с тем, что, вот, допустим, по рыболовству, там, по охоте, да, есть определенные ограничения, которые в том числе влияют на людей, для которых это источник, основной источник существования. Поэтому ведется постоянная работа по совершенствованию законодательства с тем, чтобы защитить права коренных малочисленных народов Севера на традиционное природопользование. И в этом плане в нашей республике также приняты очень много законов. Сейчас ведется работа вот, по закону об охоте, например. Вот. Поэтому острых проблем, конечно, очень много, но вот я думаю, что вот это основные. Михаил Александрович, в продолжении темы отношений представителей КМНС с промышленниками, вот последний случай в Нюрнбергском районе, где стадо оленей на территории старательской артели вот, погибло. Как-то эта ситуация отслеживается? Да, конечно, мы постоянно отслеживаем такие инциденты. К сожалению, вот то, что произошло в Южной Якутии, как я уже сказал, там основное у нас идет промышленное освоение. Конечно, здесь необходимо предусматривать и компенсационные какие-то выплаты, да, то есть чтобы эти компании, нанося ущерб хозяйству коренных народов, они обязаны возмещать этот ущерб, вот, и, как говорится, поддерживать те общины, тех представителей малочисленных народов, которые проживают на территории деятельности этих компаний. Поэтому мы эту работу проводим. У нас тем более есть еще один закон о территориях традиционного природопользования. Если компании работают на территориях традиционного природопользования, они обязаны всячески содействовать, помогать и избегать вот таких случаев, да, когда наносится ущерб представителям коренных малочисленных народов Севера. Михаил Александрович, ну и в заключение, в теме инфраструктуры и развития качества жизни представителей КМНС правительство страны приняло законопроект о северном завозе. Вот на ваш взгляд, как он повлияет на качество жизни? Да, это действительно вот был принят закон, которого мы давно добивались. Республика Саха-Якутия давно ставила этот вопрос как крупнейший регион Российской Федерации, у которого огромное расстояние, неразвитая инфраструктура и так далее. Поэтому сегодня закон принят, и он уже определяет полномочия всех уровней власти в части северного завоза, определяет порядок северного завоза, расходы, там, ответственность на всех уровнях. Поэтому он делает более прозрачным и четким механизм этого северного завоза, и мы надеемся, что с принятием федерального закона также увеличится и федеральная поддержка, финансовая поддержка северного завоза. Поэтому это, конечно, наилучшим образом отразится на качестве жизни северян, тех людей, которые живут в арктической зоне Республики Саха-Якутия, в том числе коренных малочисленных народов Севера. Сегодня мы строим торгово-логистические центры в Арктике. В каждом арктическом районе будет построен торгово-логистический центр, который не только будет доставлять продукты питания, но также в обратную загрузку будет осуществлять прием местной продукции, то есть это развитие оленеводства, рыболовства, охотпромысла и так далее. Ну, я вот предлагаю поговорить про эти традиционные отрасли экономики. Это оленеводство, рыболовство и охотопромысел. Давайте поговорим о оленеводстве, как развивается эта сфера. Ну, оленеводство сегодня у нас поголовье стабилизировалось, порядка 170 тысяч голов оленей в Якутии. Это второе место, точнее третье место по Российской Федерации. И нужно сказать, что благодаря вот той поддержке, которая сегодня оказывается, благодаря поддержке главы Республики Саха-Якутия Александра Сергеевича Николаева, была увеличена финансовая поддержка отрасли. И мы видим, что стабилизируется поголовье, позитивные результаты, особенно в арктической зоне. Но, к сожалению, вот таежные зоны у нас по-прежнему есть определенные проблемы. Вот они связаны и с промышленным освоением, и с хищниками. Вот хищники — это основной источник, как говорится, угроз для оленеводства, поэтому борьба с хищниками, конечно, должна усиливаться в нашем регионе. А что касается охотопромысла, имеют ли представители КМНС преференции по квотам? Да, у нас, согласно федеральному законодательству, есть особые преференции, приоритетное право на природопользование. Например, сегодня внесены изменения в закон об охоте, и в административные регламенты сегодня ставится отметка о ведении традиционной охоты. То есть эта охота осуществляется без разрешений и квот для представителей малочисленных народов. Многие сегодня уже проставили эту отметку. Кроме этого, распределяются охотугодия. Многие общины закрепили за собой охотугодия, и им распределяются квоты на добычу объектов животного мира.
Вот что касается рыболовства, тоже у нас в республике оно развивается. Очень большая финансовая поддержка была оказана рыболовным организациям. И сегодня многие общины также получают отдельные квоты на традиционное рыболовство. Ну и кроме этого на водах общего пользования они могут пользоваться без разрешения квот, тоже рыбачить, как физлица. Вот. Ну и есть особые преференции по традиционному рыболовству. Тем не менее, есть, конечно, в этой сфере проблемы, связанные с сроками, там, с заявительной кампанией, да, по рыболовству, отчетности там, и так далее. Поэтому это все работа ведется правительством республики для совершенствования вот этой работы. Мгм. А вы сказали, что даются какие-то определенные квоты, ну, вот в большей части они на тот или иной вид животного. Что это за животное? Но это разные животные, потому что коренные народы традиционно охотились на разные виды животных. И, соответственно, у нас есть квотируемые виды животных, и эти квоты распределяются у нас Министерством экологии и лесного хозяйства, которое распределяет эти квоты на объекты животного мира. И, соответственно, тем охотхозяйствам коренных малочисленных народов севера также достаются эти квоты. Тем не менее, для собственного пропитания представители коренных малочисленных народов севера имеют право охотиться без разрешения квот. Мгм. Ну, я предлагаю еще остановиться подробнее на культуре коренных малочисленных народов Севера. Какая работа ведется по продвижению, по сохранению на территории республики и вот масштабированию на территории всей страны? Вообще, нужно сказать, я повторюсь, Якутия является таким лидером среди российских регионов в сфере развития коренных малочисленных народов Севера. И наше законодательство пример для многих регионов, да, и наши практики. Поэтому наши народы сумели сохранить свою самобытную культуру. Сегодня они демонстрируют вот, то, что именно традиционная, аутентичная культура сохранилась в нашей республике. Это вот заслуга наших народов. И они это демонстрируют, показывают. Сегодня вы знаете, что Якутия также лидирует по креативным индустриям, в том числе вот, выходя на российский уровень, на международный уровень. Уже многие знают о нашей республике. У нас очень много коллективов, творческих коллективов коренных малочисленных народов Севера. Есть Государственный театр коренных малочисленных народов Севера, который гастролирует не только у нас в регионе, но и в других субъектах Российской Федерации, за рубежом. Поэтому уже многие знают о том, что наша культура, она очень богата, очень красива и сохранилась вот в том виде, в каком она есть. И мы постоянно ведем работу, чтобы вот эта именно аутентичность была сохранена, чтобы не было смешения культур, чтобы именно чистая самобытная культура коренных народов, она сохранялась и развивалась. Михаил Александрович, в завершение, что бы вы пожелали в Международный день коренных малочисленных народов мира? Я хочу поздравить всех жителей Республики Саха-Якутия с этим замечательным днем, Днем коренных народов. Хочется пожелать, чтобы вы не забывали свои корни, чтобы помнили и чтили своих предков, чтобы сохраняли свою культуру, свои родные языки, и чтобы наши народы были достойно, представляли и были в семье народов Великой России. Ну, я только могу присоединиться к поздравлениям, к вашим пожеланиям. Михаил Александрович, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Ну, я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До новых встреч!